Видимо, вот это вот слово «кутте» у нас сейчас как счастье же понимается. Мы там поздравляем, «куттухтайман», «кутте болсын». Но на самом деле само слово «кутте», оно изначально совсем другие вещи означает. Оно имеет мифологический смысл. То есть, что такое кут вообще? Мы там говорим «кутте микен» или там «зад кутте болсын». На самом деле кут, мифология, вот у сибирских тюрков это до сих пор сохранилось, это зародыш ребенка, зародыш скота. И это вот такой темно-красный, бордовый сгусток какой-то маленький, капля крови, что-то такое. Ну, то есть это близко вообще к современной биологии, как развивается зародыш. И этот кот, он падает с неба. Он приходит с неба. Вот у земледельческих народов, у них же все растет из земли, мать-земля все приносит, рождает. А у скотоводческих народов, и что интересно, земледельческие народы, оказывается, многие до вот самого там 20 века не очень понимали значение полового акта. То есть это же не так прям четко связано, что вот половой акт и сразу там через месяц ребенок рождает. Иногда рождается, иногда не рождается, дистанция там 9 месяцев с лишним. И оказывается, многие земледельческие народы даже вообще не очень понимали, какое-то одно к другому отношение имеет. И для них вот главным образом это земля кормилица, земля родит, мать-земля, вот так вот. И мы привыкли, мы тоже вот это вот выражение в 20 веке в казахский язык в оборот вошло «жерана». Но жирана оно есть, но все-таки для скотоводческих народов, во-первых, значение полового акта, конечно, было понятно. И даже вот скотоводческие народы это регулировали, чтобы детеныши рождались, приплод у скота рождался в благоприятное время. Там вот у кошкаров, например, фартук. Знает, да, кто вот в ауле рос, особенно в традиционном, кошкарам, то есть баранам-производителям, фартуки вот такие сюда делали, войлочные, чтобы они не могли овец покрыть не вовремя. И когда надо, этот фартук снимался с них. И тогда вот этот начинался зачатие верблюдов, как мне объяснял Таласбек, верблюд вообще самец не может самку покрыть без участия человека. Как-то вот до того верблюда одомашнились, что человек должен им помогать этому акту, да? То есть для наших предков, скотоводов, это все было абсолютно очевидные вещи. И, соответственно, они все это вот так вот представляли очень четко, все эти физиологические процессы, и для них это не было связано с землей, а вот кут, зародыш ребенка, зародыш скота, он падал с неба. В частности, вот зародыш ребенка, он через шанрак падал. Вообще сам шанрак, это воспринимается, если так рассмотреть, как женский орган. С одной стороны, это вроде бы небо, высота, и мы привыкли, что небо это мужское что-то начало, да, и тенгри это действительно как бы более мужское начало, но тем не менее, есть вот символически, если брать вот эти дуальные оппозиции, мужское и женское, то есть бакан, шест раздвоенный, который поднимает шанрак. И вот этот бакан, он как мужской орган больше воспринимается. Поэтому вот бакан, он священный, через него нельзя перешагивать и так далее, и так далее. А шанрак, это все-таки он и по форме, и по сути, как отверстие какое-то, он больше как женский орган воспринимался. И через шанрак падает этот кут. А кто этот зародыш должен принять? Разумеется, невестка. Как мы вот в последнее время приходится эту тему акцентировать в связи с этим идиотским видео о том, что казахи должны быть породистыми, как арабы. Да, и поэтому должны на двоюродных сестрах жениться. Вот. Казахи это есть эндогамные народы, которые вот именно внутри рода своего, внутри, среди родни женятся. Тут надо не путать, есть такая вещь, как инцест, кровосмешение, то есть это запретный брак, да. Потом есть еще такая вещь, когда аристократия, цари только между собой женились. Ну, например, особенно в Древнем Египте, поскольку фараон, он считался живым богом, то живой бог мог жениться только на богине, а кто богиня? Это его родная сестра. И у них браки вообще шли прямо вообще с родными сестрами. Аристократия европейская, например, или еще у каких-то народов, они конечно, до такого не доходили, но тем не менее, они браки осуществляли все-таки, поскольку они хотели сохранить чистоту крови, девушки должны были жениться на аристократах, тоже аристократы, то все-таки аристократических семей мало, то все равно это были близкородственные браки, в основном вот европейской аристократии, еще где-то, и они
у них, получается, тоже близкое было. Но кроме всего этого, есть еще такая вещь, что у многих народов без вот этих попыток сохранить чистоту крови, браки заключались внутри какой-то вот родовой единицы, внутри деревни, то есть среди близких родственников. Вот эти народы называются эндогамные в науке. И это было связано со многими факторами. Например, ограниченное количество земли. А если вот там дочь отдавать куда-то замуж, ей нужно приданое, нужно отделять землю и так далее, возникали вот эти вот проблемы. Слышно, да, там нормально? Да. Ага. Поэтому старались вот браки внутри, среди родственников заключать, чтобы не делить это ограниченное количество земли. Особенно вот народы, которые где-то в горах живут, у них получается там и земли очень мало, и плюс другой народ, это уже какое-то другое ущелье, туда трудно пойти. И поэтому зачастую вот браки заключались среди родственников, и это еще в деревне заключались. И возникала такая вещь, которая, грубо, не в науке, а в художественной литературе называлась деревенский идиотизм. Почему? Во-первых, это близкородственные браки и генетические отклонения в связи с этим. А во-вторых, когда человек всю жизнь живет в каком-то ограниченном коллективе, грубо говоря, в деревне 100 человек, он их с рождения знает, и зачастую он больше 5 километров от своей этой деревни не уходил. И он знал только этих 100 человек, он никогда не уходил далеко. Соответственно, кругозор ограниченный, и это из поколения в поколение один ограниченный кругозор, развивается множество суеверий, развивается страх перед другими народами, вообще другими деревнями, другими людьми, а какие они, а что у них. А вдруг они не такие, как мы, а вдруг они там дикие кровопийцы, еще что-то. Там у человека, у людей начинает в замкнутом коллективе фантазия развиваться. И там начинают сочинять про другие народы и вообще про другие даже деревни, поселения, какие-то жуткие совершенно разговоры. Там, как говорится, младенцев варят и кушают, еще что-то, пьют кровь младенцев. Это вот замкнутое мировоззрение, характерное именно для оседлых народов зачастую, которые к тому же вот живут какими-то закрытыми анклавами. Можно я уточняющий вопрос задам? Ага. Вот это эндогамные. Это в основном какие? Тюркские или не тюркские? Это больше, знаете, наверное, связано не с тем, что тюркские, не тюркские, а больше связано именно с образом жизни. Потому что, как мы видим, например, узбеки это наши близкие родственники, в общем-то, до 20 века, до советского. Да. Угу. Вот с такими. Или каким-то образом образовался такой вот обычай. Плюс, понимаете, еще вот такая вещь, а есть эндогамные, значит, и противоположные им экзогамные народы. Экзогамные народы это именно те, которые берут из другого, обязательно из другого рода берут. Браки заключают с другим народом. Там на самом деле более сложная система. У некоторых народов была такая вещь, называлась фратрии. То есть есть два рода, и они друг с другом только заключают браки. Или там система из 4 родов. Вот у североамериканских индейцев, у некоторых племен была система 4 рода, и они вот по своей какой-то сложной системе эти передают девушек туда, эти сюда, эти, какой-то свой. Такой вот заключался. Но мы должны понять, что, разумеется, экзогамные браки, возникала проблема в том, что в какой форме. Во-первых, возникает проблема, кто уходит из своей семьи в чужую семью, в чужой род. И многие рудименты, осколки говорят о том, что у наших далеких предков были периоды, когда именно мужчина уходил из своей семьи, из своего рода и должен был присоединиться к роду жены. В науке это называется матрилокальный брак. Матрия это мать, локал это место. То есть семья живет по месту женщины, матери. То есть и дети входят в ее род, и муж с ними живет вот на положении такого вот кушкью, сейчас кушкью, да. Вот. И вторая проблема, каким образом происходит этот обмен, как попадает человек в чужой род. И на каких-то древних этапах это было в виде насилия. То есть вот какой-то набег, осуществлялся, и девушек забирали из другого рода в свой род, например, в свою пещеру. Через насилие это шло. Это вот в Европе это такой знаменитый мотив похищения сабинянок.
То есть по мифам, когда Троя рухнула, Трою сожгли греки, да, то там один царевич, Эней, он убежал с какими-то своими друзьями. И они долго-долго искали, в конце концов пришли вот на этот полуостров и стали жить. А девушек-то они с собой не привезли, они бросили, просто парни выбрались. И они, соответственно, у племени, которое местное, сабиняне, начинают девушек воровать. И это прямо есть картины на эту тему, похищения сабинянок и так далее. И это всегда вот проблема для экзогамных браков получить из другого рода. И на каких-то древних этапах это происходило через насилие. Потом, конечно, это насилие уже с развитием начинает регулироваться, но до сих пор какие-то следы этого сохраняются. Вот одна из передач Умай, где про свадьбы, эту тему затрагиваю, когда у нас... Куда кезінде, на самом деле вот сейчас Аркан, Керу, вот какие-то такие вещи остались, но на самом деле там довольно тяжелые вещи происходили. Там этих худалар и в реку кидали, и в колодец кидали, и избивали. И, ну, представляете, пожилой уважаемый мужчина приехал на худалок, сейчас уже это невозможно, и вот там ногу незаметно к Аркану привязали, Аркан через шанрах перекинули и поднимают его к шанраху вниз головой. Вот какие-то такие вещи происходили, какие-то небольшие такие борьба там. Все это следы того, что когда-то это экзогамный брак осуществлялся через борьбу, через агрессию, но потом эта агрессия, она была ритуализирована, то есть превратилась вот в ритуал, в игру. И вот это вот куда мен ойнял, это вот рудименты, отголоски вот той борьбы, которая раньше была. И у нас, получается, возвращаясь к нашей теме, невестка приходит из другого рода, и она рожает детей, продолжение этого рода. Соответственно, кому приходит этот ход, поскольку она рожает? Он приходит именно к ней. Или, как можно понимать, он и либо к ней приходит, либо она с собой приносит. И поэтому семья, которая выдавала девушку замуж, она была очень озабочена тем, чтобы кот не ушел с девушкой. Вот в своей собственной семье почему всегда девушек уважали, сажали на тойр, баловали? Не только потому, что она кона, уйдет в другой род, но и потому, что понимали наши предки, что у девушки, вообще у женщины огромная какая-то энергия есть, что она близка к какой-то магии. И что рассердить девушку, это все равно, что... это очень может навредить энергетике этой семьи, этого рода. И на эту тему очень много пословиц есть, что, например, там, я сейчас их уже дословно не приведу, потому что именно к этому не готовилась, но, в общем, много пословиц в том духе, что если девушка довольно уйдет из дома, часть ее кута останется на тойре в этом доме, где она сидела, что если девушка обидится, то в этой семье там 40 несчастий случится и так далее, и так далее. И вообще, если говорить о девушке, вот недавно прочитала один этнограф из Монголии родом. Если вот вобьете «Кызга 41 тын», мы это как сейчас понимаем, что из 40 домов, там родственников все строят эту девушку. Но на самом деле, ведь даже отец не мог девушке ничего сказать. Никаких замечаний отец не мог девушке делать в казахском традиционном обществе. Он только, если был чем-то недоволен, он жене говорил, и жена потихоньку дочери доносила, что она недовольна. Никто не должен был обижать девушку, потому что если она обидится, этому роду, этой семье будет плохо. И вот это не сочетается как-то логично с тем, что, логически с тем, что из 40 домов девушки говорят, ну-ка вот так не стой, ну-ка вот так вот встань, не ходи туда-сюда. И вот этот этнограф из Монголии, если вобьете «Кызга 41 тын», он это объясняет совершенно по-другому. Он говорит, что это 40 домов, 40 видов домов, в которых нельзя девушке ночевать, в которых ей нельзя долго находиться, особенно без матери, да, в этом смысле. 41 тын. То есть и это начинается дома, в которых много подростков, парней, неженатых джигитов, не надо ночевать. Или, например, дом, в котором члены семьи известны своим дурным поведением, дурным нравом. Или дом, в котором жена умерла и вдовец один живет без жены. И так далее, и так далее. Ну, то есть это так, как он описывает, или дом, в котором человек недавно умер, трагедия какая-то случилась. То есть это просто-напросто получается, что это забота
о благополучии и безопасности этой девушки. Но вообще казахи же вообще девушкам никогда не разрешали спать в чужих домах. Я помню, у меня у самой, вот, хотя моя мама такая вся современная была, как-то была ситуация в 80-м году, что ли, Брежнев приезжал в Алмату, что-то там Казахстана, сколько-то летие Казахстана отмечалось. Да, вот такая была дата. И получалось, что один мамин, родич, родственник и одноклассник, аульчанин, он был КГБшник. И он, соответственно, он на работе целый день, а его жена в больнице лежала. И он попросил, чтобы я приехала, я подросток, за его детьми присмотрела. И я днем за ними смотрела, а вечером что-то автобусы отменили, какие-то рейсы, в общем, повышенной безопасности, а его вызвали дежурить на ночь. И я маме звоню с городского телефона, вот, мама, вот так получается, я простояла на остановке, нет, автобус не пришел, а тем более вот ага ушел, в общем, он попросил меня ночью остаться. И мама была такая недовольная и так меня вообще ругала. Но там была одна проблема в том, что мы к 6 утра должны были в школу явиться, чтобы на демонстрацию идти. А вторая проблема в том, что вот я тогда, до этого-то никогда вообще не было таких ситуаций. Я вдруг обнаружила, что моя современная, продвинутая мама категорически против того, чтобы я где-то ночевала. Хотя, казалось бы, вот, семья, с которой такое хорошее общение. Вот, и казахи это запрещали. И вот этот этнограф говорит, что это в этом смысле 40 видов домов, в которых девушке нельзя ночевать. И вот когда девушка выходила замуж, семья, оказывается, раньше вот когда покойника из дома выносили, над ним брали какую-то еду, узелок с едой. И вот этот кут кетпесін деп обводили вокруг него вот этой едой, и потом эту еду съедала именно эта семья. Вот. Молодцы, это где это сохранилось? Запад Болганда какой запах? В Урале даже, в Уралда сохранилось. Да, интересно, потому что Мангыстау, я знаю, это описано в литературе, а про Урал, например, для меня как-то Урал, у меня мама уральская, для меня это такой уже обрусевший регион довольно сильно. А какой конкретно аул, какой район? Вообще я в Уральске живу. Больше Ру, наверное, Да, Каратюбинский район. Каратюбе туда ближе к Ахтубе, это дальше, это такой пустынный район. У меня мама в Жемпите родилась, выросла. И дальше там Каратюбе, да, там, потому что там одни казахи. У меня мама всегда, когда мы из Уральска ехали в Жемпиту, 150 километров, она, хотя вся была такая вроде советская, коммунистка, коммунистской партии не была, но интернационалистка, но она прям зубами скрипела, что вот все места, где вода есть, благоприятно, орыс, немец, даже вот немцев в ссылку отправляли, но при этом им давали хорошую землю, чтобы они там растили. А вот казахов всех, и поэтому получается, что именно пустынные районы, они такие более казаха сохранили. Вот. И точно так же, когда девушка выходила замуж, вокруг ее головы тоже обводили едой, узелком с едой, или уже там в советское время пачкой чая, чем-то, чтобы она не унесла с собой кот в чужой род. А, разумеется, род, который ее принимал, они хотели, чтобы она принесла с собой этот кот. И вот говорили котте келин, кадама котте келин. И было такое поверье, что если келин котте, то тогда даже эти овцы, в общем, скот двойни все принесут. Я егас. У меня есть каин сынлим, она говорит, да, вот я когда вышла замуж, тот год вообще вот весь скот в этой семье принес двойню. И мой дед это ата, кайната, вот так вот со мной носился. Вот, и говорит, когда, она все-таки ее украли в 90-е, и она потом все-таки лет через 10 решила уйти, развестись с мужем, как-то не сладилась. Она говорит, муж спокойно к этому относился, а там он, говорит, так переживал из-за этого. Вот, и она приносит с собой кот, потому что все-таки казахи уже мусульмане были много веков, они вот это понимание, что кот откуда-то через шанграх в виде капли крови там капнет, это они уже немножко такие вещи подзабыли, они просто считали, что келин с собой принесет. И вот это само выражение сына женить келин тсру. Вот так посмотреть, понятно, что она приехала на лошади, и с лошади ее спускают, да, среда. Но с другой стороны, это вот немножко такое представление, как будто откуда-то сверху приходит, да. И в конце концов, она же и сама может сойти, это же не Ахсакал да тсреда, Улькен адам да аттан тсреда. Но Келин могла бы и сама сойти, но нет, здесь все равно вот это выражение, что тсреда,
она сходит откуда-то. И если анализировать наши вот легенды и прочее, то получается такая вещь, что очень часто именно девушка, женщина, она откуда-то из другого, из высшего мира, из потустороннего мира приходит. Вот оно в казахской культуре уже явно вот так вот не акцентируется, но тем не менее такие вот при анализе получается так, что там джигит пошел и девушку волчицу, женился на девушке волчице. Это вот если легенды генеалогические. Или у нас книги, которые там из солнечного луча. Да, да. Или на девушке лебеди женился. И вот такие вот вещи, это все представление о том, что девушка, она приходит из какого-то нечеловеческого мира. Она приходит из какого-то высшего мира, который обладает магией, какой-то силой, которыми люди не обладают, и она должна это с собой принести. Ну, а чтобы она это все нормально принесла, с ней тоже носятся. И ее, вот это вот, понимаете, это вот в советское время же внушалось, что ой, казахи были такие грубые, невежественные, такие сякие, истории не было, культуры не было. И вот получается так, что у нас люди в это поверили. И, ну, плюс сама жизнь, она такая стала ожесточенная. Вот это вот советский там период, особенно ашаршылых, потом вот эта вот вся колхозная жизнь пошла. Например, у меня муж как-то сказал, мне кажется, казахские женщины начали пить алкоголь во время войны. Потому что, да, а может быть оно и раньше пошло, после всего этого, ну, ашаршылых, а потом еще мужчины ушли на войну, живы или нет, неизвестно. А работать-то заставляли очень сильно. То есть вот у меня, например, бабушка, она как-то, она всегда гуляла в Алмате во дворе со своими подругами, бабушками из других регионов. И они все, ну, тоже были вдовы в основном военные. И она как-то раз такая пришла и говорит, ой, бай, они рассказывали, я не могла поверить, как, оказывается, во время войны плохо обращались с женщинами, ну, вот какие-то колхозные бригадиры, председатели колхоза. Вот мужчины, которые не пошли на войну, остались, каким-то образом получили бронь и остались в ауле. Оказывается, говорит, так плохо, она, басынган. А моя бабушка говорит, мой дедушка, он ушел на войну добровольцем, он тоже был таким начальником своего рода, но он, оказывается, в Жимбите сформировал так, что, наоборот, этих женщин уважали, их берегли. Если пришла харат, вентиляция, да? Наверное, закончится, да? Келіннің аяғынан қойшының таяғына. Мне всегда было интересно, какая связь между қойшы и келін. Ну, понятно, что я смысл все понимаю. Где связь? Ага, сейчас я договорю свою, да, мысль, а потом, если что, вы мне еще раз напомните. Я на чем остановилась? Ваш дедушка сформировал уважение. И, например, Карас Кельсе, похоронка, если придет, ее не вот так почтальон придет, кинет, как в других аулах. Оказывается, уважаемые люди, начальство собирались, и где бар, есть и сразу, ну, помогали материально, и вот, и особенно, конечно, наши ажи, вот, и бабушка не могла поверить, говорит, ужас, Усть-Кемин, Кемпер, они друг друга по именам не называли, а по вот Астрахан Кемпер, Усть-Кемин Кемпер, вот так называли, Сары Кемпер. Она говорит, Усть-Кемин, это Услай, Болда. То есть вот эти вот вещи. И вот ожесточение произошло у казахов. И в том числе вот эта вот постоянная пропаганда, что вот казахи эксплуатировали женщин, а советская власть их освободила. Вот это все людям в мозги проникло. И уже вот в поздний советский период, я помню, когда мы приезжали в аул, там Ене сидит, она своих келин эксплуатирует, а для этой Ене моя бабушка Ене. И моя бабушка как начинала там ругать, почему Келина одна все делает, ты что сидишь, лежишь, твоя дочка почему сидит, она тоже чей-то ребенок, она же завтра заболеет, у тебя вот это, аульная Келин уже лежит в больнице. В поздний советский период в аулах обычно келиндер, когда хотели отдохнуть, они с анемией ложились в больницу, да, и получали вот эти системы, железо получали. Сейчас и это уже нету, да, у нас, кто в ауле за этим смотрит. Вот. И бабушка говорила, вот та твоя здоровая аульная келин, привычная к работе, она у тебя уже от переутомления в больнице лежит. А вот эта городская, она же вот такая, она у тебя завтра вообще умрет. Ты о чем думаешь? Это же чей-то ребенок, ее родители далеко, ты
ты почему так не относишься? Почему твой сын не идет и воду из колодца не таскает? В общем, она вот это все строила, и сама бабушка иногда, например, могла вздохнуть и сказать: «Мен это енемді көрмедім ғой, я вышла замуж за сироту, и вот этой вот ласки и заботы своей ене я не видела, я сразу байбище стала». И для бабушки это вот была прямо такая ее печаль. И тогда для меня это было дико, но потом я уже, когда вот мужа слышала разговор, как его мама относилась к Келин, да, вот, или там была у меня студентка моя, американская, у нее, видимо, она много чего знала, у нее мама тоже сохраняла какие-то традиции, она тоже вот так вот рассказывала, говорила, что моя мама, что Келин на самом деле по-настоящему к домашней работе где-то на 7-й год, уже после рождения 2-3 детей подключается, а до этого мама их вот бережет, ну чуть-чуть там учит, разумеется, это не значит, что они лежат там целый день, но в целом основная работа такая черная на маме. А для девушки, для невестки самое главное ее рожать детей. Кот, вот она кот принесла, она рожает детей. И еще что? Вот скот тоже должен плодиться, чтобы вот этот ее кот. И, видимо, еще у казахов это не сохранилось, но то, что у тюрков же не только Умай была, небесная она богиня Умай, это не земля, как сейчас многие считают. Умай это небесная богиня, вообще по реконструкциям похоже, что она солнце, олицетворением солнца была Умай. И вот Умай, она покровительница младенцев и роженец. И хотя даже у сибирских тюркских народов сейчас в их представлении кот дает небесный бог Тенгри, но скорее всего изначально этот кот давала Умай. Или еще были другие варианты, ну в разных, видимо, племен, у разных тюркских народов были разные варианты. Это вот Куклен Кемпер. Это вот та старуха, которая на небе, Кемпер Косар же говорим, радуга. Вот, Куклен Кемпер о таких вещах заботилась. Но Куклен в основном вот в нашей мифологии она сохранилась как та, которая молоко дает. Роженице, вот кормящей женщине дает молоко, скоту дает молоко. А молоко, оно же сакральным считается, священным у этих народов. Вот. Еще Серебол реконструирует, что была такая богиня Хал. Она связана тоже с огнем, и получается вот Келин, Калындык говорим, да? Калындык, ну и в немножко другой озвучке, мягкой. Келин, келинщик, потом Калжа, это то, чем это жертвенный баран в честь благополучных родов. И это Калжа кушает не мужчины, как сейчас, а это роженица в первую очередь кушает. Ну и те женщины, ее подружки, которые там пришли ей помогать, заботиться о ней, да? Потом Калынмал. Серебол говорил, видимо, изначально Калынмал предназначался на символическом уровне вот этой богини Кал. Вот. И прежде было понятие, что вот кот дает вот такая богиня-женщина, она дает ее, разумеется, Келин, и поэтому именно Келин кот-то. И вот в советское время, например, вот так вот в этнографии писали, что вот примеры эксплуатации Келин, что сразу после свадьбы она должна стать утром самая первая и открыть тындык в своей юрте, в юрте Атаене, ну и те родственники, которые рядом. И выгнать вот этих вот ягнят, выпустить Агту, да. Ну а что получается? Просто это память о том, что кот приходит через Шангра. И кто, как не Кутта Келин, должна этот тындык открыть, чтобы утреннее солнце, лучи туда пришли, потому что это Умай, да, туда придет. И Кут придет. Разумеется, это Келин делала. И, ну, это для человека, который умеет, это одноминутная работа, но там аул это максимум 3-4 дома, да, 3-4 юрты. Это, ну, не эксплуатация, я считаю, открыть 3-4 тындыка, да, вот. И выпустить ягнят тоже почему? Потому что она же кот принесла. И она с ними пусть с утра контактирует, с овцами, со скотом, пусть у них тоже это будет двойня. И отсюда, опять же, вот то, что вы вопрос задали, хороший вопрос, потому что вот этот вот таяк, вот эта палка от чабана, она тоже каким-то своим кутом обладает. И, да, сакральная вещь. И Зарина же, да, у меня же зрение -4, тут до меня только сейчас дошло, что это Зарина. И вообще говоря, вот это вот, любой вот такой вот вертикальный шест, он, что это образ, это символ оси мира. То есть в мифологии есть такое понятие, что есть Земля, есть центр Земли,
жер кіндігі, казахи говорят, пуповина земли. И только через эту пуповину, только через этот центр земля, небо, вообще все миры связаны между друг с другом. И, например, на небо можно попасть только через центр. И это в исламе даже есть. На самом деле, вот Миградж Мухаммед Пайгамбара, это полностью повторяет схему шаманского путешествия на небо. Чтобы попасть на небо, сначала человек с периферии, с какой-то края земли, должен попасть в центр, и потом из центра вверх путешествовать. И Мухаммед Пайгамбар также делает. Сначала он прилетает на своем крылатом коне в Мекку, да, и потом вверх идет. Потому что для исламского мира, и для арабов того периода уже Мекка, Кааба и была центром мира. А вообще в традиционной культуре любой дом, то есть главный центр мира — это мировая гора, на которой растет мировое дерево. У тюрков оно называется байтерек. Вот. А вообще в традиционной культуре любой дом — это центр мира тоже, это модель мира. И вот это любой вот такой вот вертикально установленный предмет, тем более, палка, это символизирует тоже мировое дерево, центр мира, мировую ось. Почему, например, вот на Мангостау до сих пор есть, любое кладбище, оно вокруг могилы какого-то святого образовано. А могила этого святого — это не какой-то там красивый мозаик, еще что-то. Это просто вот такая насыпь земли, камней, и туда воткнут копье или какой-то шест воткнут. Это вот он символизирует вот эту вот мировую ось, мировое дерево. Тем более, деревьев как таковых мало на полуострове, поэтому вот... Асатаях тогда из той же серии. Да, асатаях — это видоизмененный таях чабана, по сути дела. Более того, я скажу, вот этот вот курок баргой, которым ловят лошадей, вот это длинный шест с петлей, с раздвоенной на конце. Интересно, что в Древней Греции у бога Меркурия был шест, и это изначально пастушеский шест, и вот в русской транскрипции это называется крюкей, шест бога Меркурия. Представляете? И это тот шест, вот это же есть символ медицины, где две змеи вот так вот вверх. Это вот изначально, это вот этот шест пастуха, крюкей, по которому две змеи вверх. А, например, Таласбек рассказывал, что как-то был, его дедушка ему рассказывал, воткнули крок в землю, а утром смотрят, по ней змея заползла на это и шипит. И старики начали говорить: о, кот кельда, то все, в общем, короче говоря, все так обрадовались, это был символом того, что добро придет. То есть это вот такая вот связь древнегреческой культуры и мифов с теми вещами, которые у нас дошли до наших дней в устном изложении. Короче говоря, я опять затянула 40 минут, но просто хочу еще раз сказать, когда говорят «кельн кадам котто келен», там не имелось в виду, что она вот должна всех обаять и так далее. Имелось в виду, что она должна с собой приносит какую-то вот эту магию, покровительство вот этих богинь. Она будет продолжательницей этого рода, рожать детей, и скот будет плодиться в этой семье. То есть семья разбогатеет, вот это бас ека болмай, мало ека болмай, да? Вот это давайте я запишу сначала, повторите. Очень важно.